Всем привет! Ну что, это у нас 22 января, город Якутск. Это улица Петра Алексеева, как вы видите. Тут станция скорой помощи. Так, с этой стороны здесь республиканская больница РБ-2. И нам тут надо перейти дорогу. Кстати, вот переход вот в этом месте. Кто идет туда, надо вот здесь переходить, потому что там далеко идти надо будет. Сейчас день, 2 часа где-то, ну даже 3 часа, 3, наверное, или 2. Вот так вот. Такая обстановочка. Понедельник, рабочий день. Движуха в городе началась. Ну, уже город оживает. Потихоньку оживает. После новогодних праздников крещение прошло, поэтому постепенно световой день увеличивается. Постепенно. И вот как бы даже радостно становится солнышком-то, чем когда вот в полусумерках ходить. Но пока еще вечерами, конечно, еще темно. Темнеть начинает где-то с 4 часов уже. Но зато каждый день хоть по чуть-чуть, хоть по минутке солнце добавляется. Без солнца, я не знаю, сложно жить, конечно. Вот особенность Якутска, то, что он находится в долине поймы реки Лена, Туймада, и поэтому, значит, вот здесь вот часто сгущаются туманы после 40. Вот здесь Якут газ или Сахагаз организация находится, вот это вот газовики, поэтому у кого там газовые проблемы или оплата, вот здесь Сахатранснефтегаз организация. Она как бы изначально здесь и была, но они сделали ремонт. Смотрите, красивый ремонт какой. Здание красивое, вот эти вот эстакады, заезды все сделали. И транспорта, конечно, здесь стоит очень много. Припаркуют. У нас обещали потепление, но что-то не чувствуется, пока не чувствуешь. Смотрите, сколько от него этого исходит выхлопных газов. И вот от каждой машины обещали потепление, что-то пока нету. Может завтра или послезавтра начнется. Так, здесь хозмаркет. Очень популярный магазин в городе Якутске. И здесь Алмаз. Торговый центр. Давайте зайдем, погреемся. А то я уже прошел и тут подзамерз. Продуктовый есть в Алмазе. Куча. Табак продают. Ни табак не рекламирую. Показываю. Тут интересно у них так вот все сделано. Почем гречка? А, это гречка. Ну, гречка 89 рублей. А сахар тоже 89. Ну-ка. Осинки 289. Вот немножко. Я не буду долго снимать. Короче, банан почем? 294. Почти 300 рублей. Банан. Ананас 560. 1000 рублей такой ананас. Ё-моё, это цена. А мандарины по 490 рублей. А то здесь можно. Говядина 649. Свинина 329. 500. Печень 299. Самая дешевая. Вот такие цены. Так, молоко 96 рублей. Так, где у нас? Яйцо где? А вот яйцо 148, 129. Местное дешевле
привозное дороже. А почем сыры глянуть? 1000 рублей, 1200, 1965, 1050. Короче, в пределах 1000 рублей. Ну-ка, вот этот с пупырышками 1420. Маздам называется. Почти 1500. Офигеть. Так, ну все, выходим. Что-то выход. Посмотрите, вот какой двойной тамбур. Там еще, чтобы тепло не уходило. Они так предусмотрели. О, еще дворник. Такой вот снег убирает. Так, здесь у нас, что у нас здесь? Вон там ледники написано. Табачная лавка. Так, а здесь что-то было. Вот здесь вот еще какие-то есть заведения, кафе. Кухня. Зиев, что ли, еще что-то там. Ладно, я туда не буду ходить. Так, а как мне вон туда перейти? А, посюда перейти, да? Так, вот идем. Так, и зайдем еще в этот. Раз я уж тут хожу-брожу, зайдем в хозмаркет. Что там? Мне надо, кстати, зубную пасту взять. Зубную пасту. Здесь вот у них такой вот подарок. В вечернее время он подсвечивается, естественно. Здесь, у них тут, кстати, два входа. Один здесь вход, а второй вход вот там вот. Ну, заходим. Большой магазин тут, хозяйственное, все продается. Электрика, короче, дофига всего. Ну, не буду это все подробно снимать. Почем чайники? 850 рублей, да? Какие-то набор чайный. А это вот для японской или китайской, как они чай принимают. Ух ты, это двойная кружка. Вот он, термос, стакан. Что-то дороговато. Часы почем? 400 рублей, да? Так. А где тут выход-то? Что-то я запутался. Там прошел. Наверное, да? Смотрите, сколько здесь всего. А вот он, проход. Где тут зубная паста продается? Носки, тапки. Мне, кстати, тапки надо было. Почему тапки? 323 рубля. Самые дешевые. Так, не вижу пока. Наверное, с той стороны, да? Так. Нет, не тут. Туалетная бумага по 24 рубля. Да, туалетная бумага что-то подорожала конкретно. Мыло хозяйственное. 76 рублей, что ли? Офигеть. А вот это сколько? Это по 40, да? Это по 40. Ну, если кто любит стирать. А вот мне, знаете, что надо было? Мыло вонючее это. Как оно называется? Такое черное. Черное вонючее мыло. Не хозяйственное, а другое. Когда вот надо, всегда забывать. А, дягтярная, вот она, 51 рубль. Или где-то, или вот 42. Натурально. Или вот есть какое-то. Вот и вот целая куча здесь. Оно полезно. Так, это 68, 51. Отличается объемом. Дягтярная 51. Возьмем вот такой вот, наверное, да? Это потяжелее 140 грамм. Это 90. Это одинаковое. Это вот такое выгоднее брать. Так. Одно взял, теперь второе надо. А тут бумага по 11 рублей. Надо брать. Так,
Так, все, я купил, короче, дегтярное мыло, потом ловушки для тараканов и туалетную бумагу по 11 рублей. Это дешево совсем. Сейчас туалетная бумага что-то стала стоить сумасшедшие какие-то деньги, все. Удивляюсь. А без туалетной бумаги-то никуда, сами знаете. Без нее не прожить. Так. Здесь все тут пиццерия, да, похоже? Пиццерия. Смотрите, как с доставкой даже. С доставочкой. Вот этот магазин Сардана, кто помнит, вот бывший продуктовый магазин, сейчас здесь продают велосипеды. Велосипеды. Кому надо там. Обычные электровелосипеды. О, ДПС или что там, авария. Все виды календарей. Дракон, год дракона. Надо дракончика как талисман иметь. Ну вот это вот большой такой дом угловой. Здесь торговый центр Вавилон. Большой такой. Вот это медицинское училище. А вот это здание, это общежитие медицинского училища. Тут понастроили вот кучу домов. Это уже Свердлова, больших, высоких. Надо будет как-то сходить, днем поснимать. Здесь, короче, остановочку сделали, вот где медучилище. Остановочку раньше не было. И это здание вообще какое-то древнее. И вот плиткой вот это покрыли. Ну так она хорошая, там такие окна большие, просторные. Вот так раньше масштабно так строили. Перекресток улицы Лермонтова и Петра Алексеева. Вот здесь вот Олимп, торговый центр. С этой стороны Вавилон, торговый центр. Вот здесь вот две двухэтажки были, короче, деревянные. Их снесли, сейчас здесь пустое место. Вот что-то будут здесь делать. Тоже, наверное, какой-то торговый центр. Как бы точка проходная такая, поэтому что-нибудь однозначно построят. Такое выгодное, коммерческое какое-то здание. Жить-то, честно говоря, вот в дому здесь вообще неохота, потому что здесь, смотрите, поток машины Лермонтова, да, она 24 часа вся загружена. Петра Алексеева тоже загружена. Электрички круглосуточно. И от машин выхлопные газы, и, не знаю, на перекрестке, тем более, они тормозят, вот это все. И выхлопов больше, поэтому, я не знаю, это довольно-таки дело такое. Для здоровья здесь жить я бы не стала. Еще по цене той, которая будет эта недвижимость здесь продаваться, наверное, вообще сумасшедшие какие-то деньги. Единственное удобство, то что тут вышел и все тебе тут под рукой, а больше никакого удобства нету. То есть здесь будет загазованность и зашумленность, шум и газ. Так, мы так пойдем. Такое переход. Вот, когда что-то строят для пешеходов, делают. Здесь, кстати, остановочка есть. А для того, чтобы на голову тут ничего не упало, вот такой вот делают как туннель такой, да, защитный. Так, ладно, все, идем дальше. Смотрите, комиссионный магазин. Вот это здание, оно вообще древнее, я помню, он древний. Его обили профлистом, и вроде бы оно как с виду такое, более-менее. Оно вообще там, не знаю, какого года, 100 лет, наверное, ему. Оно уже ушло вот куда-то в землю туда. В землю. Топит, не топит его. Здесь у нас, как это, гурман магазин. Вкусняшки мясные продают. И дальше вот это колледж связи и информатики. Вот у него, видите, да, куча антенн сотовых операторов. На нем
А мы где-нибудь вот здесь вот сейчас сиганем между кварталами, чтобы пройти. Тут, кстати, скверик вот такой в память бывшего министра связи республики Борисова Александра Ильича. Вот его портреты, тут такие какие-то виртуальные визуальные инсталляции. Так, все. Идем дальше. Вот этот колледж связи и информатики. Колледж связи и энергетики имени Дудкина, даже так называется. Я вот снимаю такими короткими, небольшими фрагментами, потому что холод еще тот холод, поэтому рука быстро, очень быстро, вот буквально за секунд 20-30 она замерзает уже. И чувствуется, знаете, такое покалывание. Поэтому надо прятать. Проходим дальше вот тут такими дорогами внутриквартальными. Вот мы видим много-много таких вот гаражей металлических со всех сторон. Так, и вот там нам надо туда вперед будет идти. Вот, улицу поснимаем. И здесь вот этот какой-то канал есть. Канал. Вот это, кстати, церковь. Католическая церковь. С этой стороны вот это канал. Сейчас он замерзший, естественно. Здесь теплые гаражи. Смотрите. Второй этаж построили. И там что-то находится. Так. Но на мне маска. Теплая маска, рот закрывает мне. Я уже в прошлые года находился, так наснимал, как бы застудил себе легкие. У меня же бронхит был сложный, поэтому пришлось на какое-то время прекратить вот заниматься таким хождением зимой с разговорами. Ну а сейчас как бы маска помогает, вот это тепло сохраняет. Адвокатура, вот здесь вот, кому нужен адвокат, пожалуйста, вот сюда вот, адвокатская палата. Ну, соответственно, тут машины такие тоже стоят, хорошие, лэндкраузеры, ИТВ и ТТП. Так, там меня еще спрашивали, видосы хотят смотреть люди как бы с комментариями, да, я тут выпустил пару видосов без комментариев, чисто походилки такие, со скрипом. Вот смотрите на канале, там много видео есть, стримов зимнего Якутска, кому интересно, смотрите, очень много там видео. Так, я вот посюда иду по этой улице, как она называется, я что-то и подзабыл. Но вот эти дома к улице Короленко относятся. А вот это, как маленькая улочка, Шевкунова или нет, я уже забыл. Раньше тут был сектор деревянный. Одноэтажные частные дома были, такие с дворами, как бы двухэтажки деревянные, без удобств вот этих туалетов, как бы. Ну, все снесли благополучно и вот построили вот такие вот жилые благоустроенные дома. А вот здесь вот это какой-то спортзал. Так, теплые гаражи. Не знаю, раньше сколько? 2 миллиона, наверное, стоит. Или миллион здесь, или даже 2, наверное, миллиона. Не знаю, кому интересно, смотрите. Потом по Авито, еще где-то, там, знаете, цены недвижимости. Но цены у нас высокие, конечно. Цены высокие. Квартира, я не знаю, сколько, однокомнатная, 5 миллионов стоит. Да. Так, давайте быстро переходим улицу. Так. Нам бы лишь бы только не грохнуться. Не грохнуться. Слушай, ботинки у меня скользковаты. Вот тут, кстати, стоматология есть, кому интересно.
Так, все, я убираю